это была неожиданность. Да, в 6:05 утра к нам ворвались, взломав железную дверь. Силовики в масках, с оружием, количество 15 человек. И не представившись, не объясняя ничего, сказали, что будет проведен обыск. В течение 5 часов длился обыск, переворачивали все вверх дном. Напугали детей, естественно, которые спали еще на тот момент. И были угрозы со стороны силовиков. То есть закончилось вот это все тем, что Энвера посадили в машину без номерных знаков и увезли. То есть на улице собралась толпа людей, которая пришла разузнать, в чем все-таки суть того, что нагрянули, да, силовики. Стояли 2 машины автозаков с ОМОНами, стояла машина Росгвардии, то есть улица была перекрыта, никого в дом не пускали, из дома не выпускали. И 2 или 3 машины вот без номерных знаков, куда посадили и увезли. То есть на следующий день, встретившись с адвокатом, мы оба были удивлены, так как ему сообщили, что судебное слушание. И мы побежали на этот суд, в результате которого их оставили в СИЗО, продлили их, дали меру пресечения 2 месяца. То есть потом опять-таки его увезли, мы не знали где. Мы с адвокатом искали его 5 дней. И в результате, слава богу, мы его нашли в Симферопольском СИЗО, где также находились 3, будем говорить, подельников, как они называют, по делу. Это Абельтаров Рустем, Апсеитов Зеври и Меметов Леонтий. То есть вот с тех времен в Симферополе 2 года проводились судебные слушания, которые были закрытыми, куда не пускали родных, не пускали никого, кроме адвоката, дабы не дать огласки тому, что там происходит. После 2 лет вот, депортировали их в Ростовское СИЗО, а это депортация, потому что их вывезли под принуждением, будем говорить, да, и в Ростове уже рассматривал Северокавказский военно-окружной суд дело по существу, что является нарушением, потому что это военный суд, а они никакие не преступники, что можно было бы притягивать их к этим судам. То есть вот в результате этого 24 декабря 2018 года был вынесен приговор 17 годам лишения свободы в колониях строгого режима. И после этого апелляционный суд в Москве вынес решение 16 лет и 9 месяцев. То есть 3 месяца скоротили. Ну, якщо говорити взагалі про ці обшуки, як часто в Криму з цим стикаються? Знаете, для Крыма сегодня это уже обыденное явление. То есть люди уже готовы к тому, что где-то будут обыски, что к любому из них могут прийти в дом и без всяких причин. То есть это люди с этим живут. В постоянном ожидании того, что что-то может произойти, что вот не сегодня, завтра кого-то могут посадить и опять-таки без вины сделать из людей преступников.